Добрый день, уважаемые коллеги. Я Каймалакова Нагима Усибаевна, учитель школы-гимназии номер 17 имени Ивана Трубицына Меркенского района. Предлагаю вашему вниманию урок русского языка в 6 классе на тему «Животные Казахстана». Для своего урока я взяла цели обучения. 6.2.4.1. Цель чтения. Определять и различать типы текстов. Описание, повествование, осуждение. Распознавать характерные черты, языковые и жанровые особенности текстов художественного стиля, а именно рассказы. Вторая цель. 6.3.4.1. Цель по письму. Создавать тексты, повествования, описаний в художественном стиле, а именно рассказ, с учетом целевой аудитории. Предлагаю вниманию вам свой урок. Мы начинаем наш урок. Урок мы начинаем с музыки. Послушайте музыку. Вызвала у вас эта музыка, эта мелодия? Пожалуйста, Дима. Мне напомнила мелодия музыка зоопарка, и мне подняла настроение. Хорошо. У тебя, Лили? Мне это видео напомнило про жизнь животных. Про жизнь животных. Милана? Радость, мне напомнила радость, как животные радуются. Хорошо. Она? Мне напомнила пели птицы. Пели птицы. Карина? Мне напомнила хрупкость животного мира. Да. Я согласна с Кариной. Ребята, вы послушали заставку, музыкальную заставку к передаче «В мире животных», всеми любимую в советское время. И, ребята, эта музыка действительно напоминает мысли о хрупкости животного мира, об единении человека и природы. Поэтому, ребята, как вы думаете, какова тема нашего сегодняшнего урока? Какова тема нашего урока? Диана? Я думаю, что тема нашего урока «Животные Казахстана». Да, хорошо. И давайте поставим перед собой цель по первой цели обучения и по второй цели обучения. Какие вы цели перед собой поставите? Жанеля? Чему мы должны научиться на уроке? Раз у нас стоит цель определять и различать типы текстов, что мы должны научиться? Мы должны различать типы текстов, определять, какой это текст. И, наверное, доказывать, да, почему это тот или иной тип текста. Хорошо. Вторую цель, посмотрите, прочитайте. Создавать тексты, описания, повествования или рассуждения художественного стиля. А именно мы сегодня, ребята, научимся составлять рассказ. Поставили цели перед собой на урок, да? А вот теперь подумайте, как мы будем оценивать себя на уроке? Как мы будем оценивать? По критериям, да? Если мы, ребята, как вы думаете, мы достигли цели на уроке? Если чему научились на уроке? Чему научились? Милана? Различать типы текстов. Так, мы должны научиться различать типы текстов. Согласна. Еще? Диана? Должны? Определять, какой это тип текста. Да? Еще чему мы должны научиться на уроке? Чему мы должны? Аминь, как ты думаешь, чему? Раз цель создавать тексты. Значит, надо Научиться, пожалуйста, Сань. научиться их создавать и находить их. А теперь начнем свой урок «Животные Казахстана» со словарной работой. И проведем мы ее в форме «Найди, соотнеси картинку и название животного и определение». Перед вами лежат определения животных. На доске вы видите картинки животных, да? Вы должны найти, на какой картинке какое животное изображено. Самый крупный представитель лососевых. Таймень достигает 1,5–2 метров. 1,5–2 метров. Найдите таймень. Все, достаточно. Следующее животное какое? Выходерна. Выхухоль – это необычное животное. Жило еще в доисторические времена. Имея слабые водоразнутые глазки, выхухоль
найдите выпухоли. Так. А ребята пока будут вот соотносить, вы подумайте, почему то или иное животное получило название такое. Хорошо? Лиганский, если слышишь. Зайцанская кругоголовка. Мелкие ящерицы в длину не превышают 6 сантиметров, с хвостом 8,5 сантиметров. Кругоголовка обладает очень необычным внешним видом. Ее скрюченный хвост, необычные лапы и очень широко открывающиеся пасти могут шокировать обывателей. Так, нашли, да? Можно, ребята, найти, да. И действительно, если вы увидите в степи это животное, вы, наверное, испугаетесь, да? Итак, ребята, проведем оценивание данной работы методом солнышка через дескриптор. Посмотрите, какие дескрипторы у нас написаны. Если вы считаете, что вы верно нашли название животного с определением и нашли картинку, то вы поднимаете улыбающееся солнышко. Если вы считаете, что вы затруднялись, вы поднимаете серьезное солнышко. Пожалуйста, оцените свою работу. Проведем самооценивание. Оцените свою работу. Так, я должна посмотреть, как вы оцениваете себя. Поднимите солнышко. Так, хорошо, отлично. Так, ребят, чуть-чуть затруднялась, да, Амина? Отлично. Так, ребят, я тоже согласна с вами, с тем, что вы справились с этим заданием. Перед вами лежат тексты. Каждая группа получила текст. Возьмите тексты, которые вы получили. Вы должны, ребята, вначале прочитать текст, затем в группе обсудить и выполнить следующее задание. Определить тип текста, доказать принадлежность к тому или иному типу текста. Определить жанр текста, назовите признаки жанра. Это вы сделаете в таблице. Для удобства я приготовила вам таблицу. Пожалуйста, начинаем. Вначале читаем текст. Прочитайте текст и поработайте дома. Тип текста. Описание. Доказательство того, что текст относится к этому типу. Композиция. Пустая челка, высокая шея, мощный загривок, широкий сбрей, круглое копыто, высокая нога, жесткий голос, низкая лодыжка, толстая мошонка. Жанр текста. Это стихотворение. Стиль текста. Художественный стиль. Языковые особенности. Первое. Имеет общее представление о предмете. Второе. Детали. Третье. Авторское отношение. Думая о нем. Сравнение. С ухом, как тростник. С гривой, словно шелк. С мясом, как брусок. Тема текста. О чем этот текст? Этот текст о красоте коня. Идея текста. Что хотел показать или сказать автор? Автор хотел показать красоту коня и описать. Холоднющая кровь – эпитет. Густая лощина – эпитет. Метафора. Пахнет в зарослях укроп. Метафора. Лежала в зарослях полыни. Тема текста. О чем этот текст? Тема текста рассказывает о маленьких волчатах. Идея текста. Автор хотел нам рассказать о том, что мама не смогла защитить своих детей от охотничьих псов. Так, хорошо. Садитесь. Ребята, послушайте. Вы согласны со всем, что сказала эта группа? Вот метафора. У меня возник вопрос по метафоре. Вы считаете, что это метафора? Пахнет в зарослях укроп, лежат в зарослях полыни. Это метафора? Нет, ребята, это описание. Это не метафора. Вот один минус у вас, да? Максим Зверев, хозяин небесных вод. Тип текста. Повествование. Доказательство того, что текст относится к этому типу. Завязка. Девочка давно подоила корову. Развитие действия.
подошел к хлебу и стал осторожно скребсти дверь. Жанр текста – рассказ. Стиль текста – художественный стиль. Языковые особенности. Глагол. Родила, поужинала, сидела над книгой, наступала, напоминала, замычала, посмотрела, замерла, подошел, замолчал. Тема текста. О девочке и Барсе. Идея текста. Автор хотел сказать, что нужно быть храбрым, трудолюбивым, дружным. Хорошо. Так, хорошо, ребята, послушали, да? Это текст Максима Зверева. Ребята, это казахстанский писатель, который много писал о животных. Исследовал и писал о животных. Много у него произведений, рассказов, посвященных животным Казахстана. Можете прочитать эти книги. Спасибо этой группе. Название произведения. От меня убегали звери. Тип текста. Рассуждение. Доказательство того, что текст сводится к этому типу. Есть тезис, аргументы и выводы. Жанр текста. Стихотворение или рассказ. Приведите аргументы. Стихотворение, потому что оно написано в стихотворной форме. Языковые особенности. Используется вводное слово «по-моему» и слова автора. Тема текста. О чем этот текст? Побег животных. Идея текста. Все звери боятся людей, человек нарушает законы природы. Хорошо. Ребята, этой группе попалось произведение русского писателя Владимира Солоухина «От меня убегают звери». Несмотря на то, что стихотворный текст, этот текст относится к рассуждению. Ребята правильно определили. Проведем взаимооценивание в группе. Взаимооценивание. Перед вами лежат изображение слов. Прием мудрые слова. Оцените друг друга, передайте друг другу. Если вы считаете, что ваш одноклассник, сосед участвовал, отлично понял, вы даете ему мудрую сову с открытыми глазами. Если вы считаете, что он где-то ошибался в обсуждении, даете ему мигающую сову с закрытым глазом, да, с одним. И если вы считаете, что он не участвовал, не понял эту тему, не понял задание, не выполнил его, сову даете с закрытыми глазами. Все достигли цели задания, цели выполнения задания. 4 достигли, и Амина стремилась достичь. Мигающую сову выбрали. Да, есть. Следующая группа. Как вы справились с этим заданием? Вы все молодцы, смогли правильно определить тип текста, доказать композицию правильно определили, языковые особенности нашли, тему и идею текста. Я очень рада за вас. Итак, ребята, работаем над следующим заданием. Следующее задание у нас такое. Мы должны сейчас в группах составить рассказ, повествование или описание об одном из животных, которое вас заинтересовало, которое вам понравилось. Составляем рассказ, повествование или описание, выдерживаем структуру текста, объем. Объем должен быть 100 слов. Используем языковые средства выразительности, эпитеты, метафоры. И обязательно связь с грамматикой вы должны использовать в своем рассказе отрицательные местоимения с «не» и «ни». И слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Понятно задание? Работаем. Выбираем животное, согласуем и структуру текста. Тип текста выбираем. Какой вы хотите? Повествование или описание? Работаем. Так, ребята, вы готовы? Давайте послушаем группы, защиту ваших работ. Как вы смогли составить в группе рассказ, повествование или описание об одном из животных Казахстана? Пожалуйста, первая группа, вам слово. Мы составили в группе текст описания снежного барса. Снежный барс. Казахстанский барс так
иногда называют снежного барса или дегбиса, хотя он водится не только в Казахстане, а и в других горных районах Центральной Азии. Больше нигде в мире он не живет, тем самым подтверждая свою уникальность. Зверь красивейший из породы кошачьих, похож на леопарда, но гораздо более красив за счет бело-черного дымчатого цвета шкуры. Идеально приспособлен для жизни в горах, имеет гибкое тело, короткие лапы, теплый мех. Районы его обитания труднодоступны, но тем не менее численность его мала и продолжает снижаться. Недаром дегбис занесен в Красную книгу. Снежный барс сейчас является официальным символом Казахстана. Красуясь на его банкнотах, монетах, марках и даже орденах, изображен он на гербе бывшей столицы государства Алматы. Казахи любят, уважают и высоко ценят этого зверя за его красоту и уникальность. Однажды мы со своей семьей поехали отдыхать в город. Мы сидели на поляне. Мне было скучно глядеть на природу. Тогда я решила поиграть в прятки с братом и сестрой. Вдруг я услышала, что в кустике шепчется какое-то живое существо. Я подошла к кустику ближе, и тогда я увидела маленькую лисичку. У нее была ранена нога. Я чувствовала, как она страдает от боли. Мне стало ее жалко, и тогда я вызвала на помощь своих родителей. Мы ей намазали зеленку на ногу и положили повязку. Когда мы собирались уезжать домой, я попросила своих родителей забрать эту лисичку домой. Я не смогла оставить эту маленькую, беспомощную, бедную лисичку в таком опасной местности. Был жаркий летний день. Вдали носились быстрые ласточки. У нас на веранде несколько лет назад ласточки свили гнездо, и теперь каждую весну они прилетают и выводят там птенцов. Вот и сейчас слышны голоса птенцов. Родители поочередно носят им корм. Стояла полуденная тишина, и вдруг мы услышали тревожный щебет ласточек, словно они просили помощи. Выскочив на веранду, мы увидели, что к гнезду с птенцами на опоре ползет змея. Ласточки храбро бросились на землю, но она упорно ползла вверх. Мы бросились искать длинную палку, чтобы сбить ее, но вот одна из ласточек улетела, и через несколько минут стая ласточек атаковала змею. Они бешено носились взад-вперед змеи, пытаясь сбить ее. Змея не выдержала такой атаки и с грохотом упала на пол веранды в сад. Еще некоторое время ласточки летали над землей, охраняя гнездо от непрошенных гостей. Так храбрые маленькие птички спасли птенцов. Недавно я была в зоопарке. Там я познакомилась с одним из красивейших животных. Это был снежный барс. Меня очень заинтересовало это животное. Увидев его, я сразу поняла, что это мое животное. Снежный барс обитает в горах. Это лишь мое мнение. Потому что само название «снежный» говорит о том, что он живет в тех местах, где много снега. Барс очень красивый и обладает необычным окрасом. Тело этого животного стройное, гибкое. Барсы много двигаются, у них гладкая шерсть, у него пушистый хвост. Я долго стояла рядом с его клеткой, и вдруг он выглянул оттуда и лег рядом со мной. Я очень испугалась. Мое сердце стучало чаще, чем обычно. Но узнав, что он не хочет сделать ничего плохого, я села и начала гладить его. Мама крикнула: «Пойдем уже, пора». Когда я начала вставать, Барс положил лапу на мое колено. И мне казалось, что Барс хочет, чтобы я была здесь. Но мама позвала опять. После того, как я ушла, я прошу маму сходить в этот зоопарк еще раз. Мне очень хочется повидать этого снежного барса. С этого момента я полюбила животное снежный барс. Хорошо. Так оценим следующим образом. Первая группа оценивает вторую группу по часовой стрелке. Вы оцениваете третью группу. Вы оцениваете четвертую группу. Четвертая группа оценивает первую группу. Понятно? Давайте оценим. Итак, подумайте. 1 минута для размышления, для обсуждения. Достигли ли цели по дескриптам? Ребята, оцениваем по дескриптам. Итак, оцениваем группу. Первая группа оценивает вторую группу. Вторая группа добилась цели, потому что они соблюдали структуру действий, которые были... Структуру повествования, да? Да, они выполнили работу по дескриптам. Так, достигли цели. Хорошо, смогли составить рассказ, они работали дружно, мне понравилась их работа. Да? Так, следующее. Вы оцениваете эту группу? Эта группа создала текст правильно, соблюдала объем выполненной работы,
выдерживала структуру текста и полностью раскрывала тему. Полностью тему. Все. Сюжет был у них очень интересный, да, захватывающий сюжет, очень интересный, необычный. Они смогли взять и птицу красивую, необычную ласточку. Мы считаем с моей группой, что Миланина группа справились со всеми заданиями. Они соблюдали структуру, объем и действовали по критериям. Действовали по критериям. Все согласны оценивание работы группы «Розовый фламинго», да? Садитесь. Я вот не совсем согласна, ребята. Композиция, у них было описание или повествование? Повествование, но вначале у вас было похоже на описание, да? Больше было описание. А повествование имеет четкую структуру, завязку, кульминацию, развитие действия, кульминацию, развязку. Вот четкой такой структуры у вас все-таки не получилось в рассказе. Вы согласны или нет? Согласны. Ребята, вы сегодня справились и с первым, и со вторым заданием. Да? Цели мы сегодня достигли на уроке. А теперь давайте сделаем вывод, рефлексию. Вот вы достигли сегодня цели урока, каждый. Если вы считаете, что вы достигли, вы поднимаете мудрую сову, как мы договорились с вами, да? Если вы считаете, что вы стремились, помогали, но еще не сможете самостоятельно составить рассказ, поднимаете бегающую сову, да? И спящую сову поднимают те, которые считают, что не достиг сегодня цели урока. Пожалуйста. Данил думает, что ему нужно еще поработать, да? Поработать. Я думаю, вот Тимирлан, тебе тоже нужно будет еще поработать. С остальными оценками я согласна, оцениваю. Так. А вот здесь я считаю, что нужно поработать еще ты поднял мудрую сову, но ты пассивно участвовал в работе группы. Вот. Здесь оценили все себя правильно, ребята. Я тоже сегодня хочу выделить здесь Амира работают, Дианы и Карины работают. Хорошо. И здесь следующая четвертая группа оценили себя тоже правильно. Я согласна. Вот теперь давайте проведем рефлексию своей деятельности. Проведем ее через прием 3М. Назовите 3 лучших момента урока. Карина. Мне понравился момент, когда мы выходили к доске и рассказывали про необычных животных Казахстана, когда мы составляли текст, писали перед повествованием, и третье, когда мы оценивали